Сегодня, 4 июля, средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США по итогам состоявшихся торгов на межбанковских валютных торгах составил 10,51 сомони к $1. Согласно данным Национального банка Республики Таджикистан, средневзвешенный курс сомони к рублю составил 0,17 сомони за 1 рубль. Средневзвешенный курс сомони к евро составил 10,95 сомони за 1 евро. Также 4 июля средний курс продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 9,90 до 10,05 сомони, 1 евро от 10 до 10,45 сомони, 1 российский рубль от 0,1769 до 0,1790 сомони. Стоимость золота в понедельник утром поднимается чуть выше $1810 за тройскую унцию на фоне снижения доходности американских госбондов. Рынки ожидают на неделю публикацию протокола ФРС и важную статистику по США. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть также сегодня утром начали расти. Инвесторы оценивают перспективы снижения предложения сырья на рынке, свидетельствуют об этом данные торгов. Нефть марки Brent находится на уровне $112,06 за баррель, марки ВТИ на уровне $108,85 за баррель. Национальный банк Таджикистана выпустил обращение монеты образца 2022 года достоинством в 50 дирхамов в 1, 3 и 5 сомони, сообщает об этом пресс-служба Нацбанка. Отмечается, что монеты нового образца наряду с монетами ранних образцов находятся в обороте с 1 июля этого года. В сообщении подчеркивается, что выпуск новых монет произведен в целях обеспечения экономики денежными знаками на основе постановления правления НБТ от 30 июня 2022 года. Специалисты аграрного сектора Таджикистана вместе с коллегами из других стран Центральной Азии в Австрии ознакомились с передовым опытом ЕС в области агрокластеризации инструментов повышения узнаваемости сельхозпродукции посредством применения географических указаний. Представительство Hilswerk International – это австрийская некоммерческая благотворительная организация содействия международному сотрудничеству, организовала для них учебный тур. Об этом сообщает официальный сайт организации. Участники тура получили возможность ознакомиться с кластерами кластерной политики аграрно-промышленного комплекса Австрии, с программой их поддержки, взаимодействия науки, образования и бизнеса в рамках кластеров, политика и системы в области брендинга и индивидуализации продукции, продвижения сельскохозяйственной продукции и развития сельских районов посредством географических указаний. Производство электроэнергии солнечными электростанциями Таджикистана сократилось на 50%. По данным энергетического сектора страны, за 5 месяцев этого года солнечными электростанциями произведено всего 2000 киловатт-часов электроэнергии. Этот показатель на 50% меньше, чем годом ранее. Профильные ведомства не сообщают о количестве и мощности установленных в стране солнечных электростанций. По данным Министерства энергетики и водных ресурсов страны, с начала года в республике произведено более 8,4 миллиардов киловатт-часов электроэнергии с ростом на 3,5%, чем годом ранее. Более 7,6 миллиардов киловатт-часов из указанного объема приходится на гидроэлектростанции. Агентство Bloomberg рассказало, зачем Иран снижает стоимость своей и без того дешевой нефти. Оно отметило, что стране приходится это делать, так как главный конкурент Россия все больше укрепляется на ключевом китайском рынке. Bloomberg пояснила, что Китай стал ключевым пунктом назначения для российской нефти, поскольку Москва стремится сохранить экспорт после начала спецоперации на Украине, что в итоге привело к усилению конкуренции с Ираном. Также отмечается, что в мае российский нефтяной экспорт в Китай вырос до рекордного уровня, и Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика крупнейшему в мире импортеру. Иран снижает цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке. Также удалось сохранить сильные экспортные потоки, вероятно, отчасти благодаря росту спроса на ослабление в Китае коронавирусных ограничений, отмечает агентство.